Здравствуйте, уважаемые девы! Сегодня мы посмотрим ваш таро-прогноз на июнь месяц 2020 года. Этот прогноз общий. Работать будем на трех колодах. Первая колода нам покажет главное событие этого периода. На второй посмотрим личную жизнь. И третья нам покажет работу и финансы. Что будет происходить в этой сфере. Итак, приступаем. На что нужно обратить особое внимание в июне месяце? Личная жизнь. Девы, здесь будет у нас 3 позиции. Вас много, поэтому будем смотреть для каждой ситуации отдельно. Итак, первая позиция для тех, кто в данный период одинок. Вторая для тех, кто находится в браке. И третий вариант, кто в отношениях, но не в официальном браке. Работаем. Здесь будет тоже 3 позиции. Первая позиция для тех, кто ищет работу. Вторая, кто работает, что происходит там у вас. И третья, у кого свой бизнес. И последний вопрос – финансы. Финансы для дев. Итак, открываем карты. Уважаемые девы, в июне месяце складывается такая ситуация, что вам нужно будет принять какое-то решение, чтобы прояснить какую-то ситуацию, что-то с чем-то определиться, принять довольно сложное решение. И вам нужно будет воспользоваться всей своей мудростью, вспомнить весь свой жизненный опыт, чтобы принять правильное решение. Нужно будет прояснить какую-то ситуацию. И здесь вам нужно решать это все не на ходу, знаете, в попыхах, а довольно-таки основательно разобраться в ситуации, применить всю свою мудрость, весь свой жизненный опыт, чтобы разобраться в этой ситуации и поступить вот так, как вы считаете нужным, как это будет правильно, исходя из вашего личного опыта, призвать всю свою мудрость, знаете, вот очень-очень дотошно и глубоко вникнуть в ситуацию, и тогда вы примете правильное решение. Чего это будет касаться, каких вопросов, у каждого будет своя собственная ситуация. Но в любом случае ее нужно будет решать не на ходу, а очень внимательно, дотошно, чтобы потом об этом не сожалеть, об этом решении. Так, следующий смотрим. Личная жизнь. Для тех, кто в данный период одинок. Карты показывают, что вам нужно будет отстаивать свои отношения, свое «я», свои интересы, где-то побороться за себя. Возможно, побороться за того человека, с кем вы налаживаете связь, отношения. Знаете, вот чисто банально какая-то соперница. Возможно, кто-то из ваших родных вас будет настраивать против этого человека. И здесь уже вам нужно будет постоять, отстоять свои интересы. Ну что ж, идем дальше. Личные отношения для людей, которые находятся в данный период в одиночестве. Одни, скажем так. Карты показывают, что вы уже идете к своей цели. Возможно, налаживаете, строите отношения с человеком. Предпринимаете какие-то действия, шаги. И здесь складывается ситуация,
что вам нужно будет защищать свои интересы. Возможно, кто-то вас захочет перестроить в другое русло, скажет, он тебе не подходит, он тебе не нужен. Или банально какая-то соперница где-то нарисуется. И вам нужно, знаете, не сидеть тихонечко в сторонке, наблюдать за всем этим, а действовать, защищаться, настаивать на своем, защищать себя, свой интерес. Возможно, даже кто-то скажет, да, этот человек недостоин тебя, он такой-сякой, он тебе не нужен. Вот и здесь нужно проявить свою настойчивость и сказать, знаешь, моя хорошая, я как-то сама с этим разберусь. В общем, будьте тверды и настойчивы, и тогда у вас все сложится так, как вы хотите. Ну вот карты так показывают. Так, следующая ситуация для тех, кто находится в браке. Двоечка мечей, королева мечей. Но здесь ситуация такая, что ваш партнер вас чем-то обижает. Возможно, говорит какие-то колкости, обидные слова, проявляет себя так холодно, жестко. И вас от этого, знаете, штормит. Штормит в чувствах, в эмоциях. Вам сложно найти баланс в себе, как-то успокоить себя. Почему же, что же происходит, что партнер ведет себя так холодно и жестоко? Для вас эта ситуация непонятна. Но знаете, что я вам хочу сказать? Вернее, карты вам говорят о том, что эта ситуация идет из прошлого. Видите, море сзади, чувства, вода. Это все идет из прошлого. Возможно, к вам возвращается то, что вы когда-то сами делали больно своему супругу, своей супруге. Знаете, включается такая зеркалочка. Ну вот, карты говорят о том, что все в этой жизни неоднозначно. Так, следующая позиция для людей, кто находится в паре, но не в официальном браке. Да, довольно-таки неприятная карта. Здесь тройка мечей. Ну, знаете, как вариант, у кого-то может произойти выкидыш. Возможно, кому-то разобьет сердце партнер, который, узнав о вашей беременности, может просто как бы отдалиться от вас. Но отношения не прервутся, не переживайте. Еще как вариант здесь проигрывается чисто материальная потеря. Где-то что-то потеряете или у вас что-то украдут, что вам доставит очень такие нехорошие эмоции, тяжелые. Но в любом случае отношения не прерываются, продолжаются. У каждого сложится по-разному, но отношения продолжатся. Так, следующая позиция – работа. Для тех, кто ее ищет. Но здесь, смотрите, у вас замечательные карты, и они говорят о том, что у вас будет даже несколько вариантов. Вам предложат работу, и вы еще будете думать, так, куда мне пойти? Здесь как бы коллектив получше, а здесь оплачивают побольше, и будете прям разрываться, определяться, куда же пойти. Ну вот видите, какие замечательные карты. В любом случае работа будет предложена, и вы будете и даже выбирать. Отлично. Так, дальше для тех, кто работает. На работе что у вас тут происходит? Ну, здесь вы работаете в коллективе, перед вами какие-то новые задачи, и вы всем коллективом упорно и дружно над этим работаете. Еще как вариант создается какой-то, возможно, новый отдел, новый вид деятельности, какой-то, может быть, новый проект, и вас ставят во главе этого отдела, этого проекта, как руководителя. Ну, в любом случае, все замечательно, прекрасно, и никаких конфликтов я здесь не вижу. Отлично. Работа кипит полным ходом. Так, следующая позиция для людей, у которых свой бизнес. Но здесь человек такой деятельный, очень опытный. Даже если это молодой человек или девушка, у вас достаточно знаний, опыта, чтобы вести свой бизнес.
И сейчас у вас такой шанс, то, что вы задумали, возможно, то, к чему вы шли, над чем работали, это все реализовать. Складывается отличная возможность, такой период, когда вы можете сделать то, над чем вы давно работали, то, что вы вынашивали, лелеяли, хотели это внедрить, сделать. У вас в этом месяце отличный шанс это воплотить в жизнь. Ну что ж, отлично. Дальше, последняя позиция – финансы. Уважаемые девы, ну, как сказать, денег здесь мы пока не видим в данный период. Вы их ждете, вам их не хватает, вот катастрофически не хватает. Но приходится ждать, приходится действовать, где-то даже так жестко, чуть ли не лбом дверь ломать. Ну, пока нет отдачи, пока нет этих денег, за которые вы боретесь. Но знаете, вам карты здесь советуют, чтобы вы не останавливались и продолжали действовать. Вот то, к чему вы идете, не опускайте руки, продолжайте в том же духе, не останавливайтесь, и у вас все получится. Самое главное, не сидеть на месте. Если вы уже взялись за дело, продолжайте, пока не закончите. Но карты показывают, что в любом случае не сейчас, не сиюминутно, но в будущем у вас есть шанс получить то, что вы, за что вы боретесь. Если это какой-то кредит, какие-то субсидии, выплаты, которые вы стараетесь получить. И карты советуют, не останавливайтесь, продолжайте, собирайте нужные документы, нужную информацию, и тогда у вас шанс получить эти деньги. А кому-то просто не выплатили какие-то задолженности по зарплате и надеются, что вы не будете настойчиво так за ними обращаться. Вот здесь, знаете, тоже не нужно опускать руки, а продолжать ходить, напоминать о себе, писать, звонить. И все шансы, что вы сможете их получить в дальнейшем, у вас есть. Ну что ж, таким был прогноз для знака зодиака Девы. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч!